А в Ухте вовсю готовятся к майским праздникам. В этом году их планируют провести в традиционном формате. На 1 мая демонстрация, на День Победы парад и шествие бессмертного полка с возложением цветов, театрализованным представлением, концертами и полевой кухней. Будет и салют. Правда, все это будет только при благоприятной эпидемиологической обстановке, заявили на первом расширенном заседании оргкомитета в мэрии. Окончательное решение по поводу формата торжеств в городе примут позже. При худшем развитии событий ветеранов поздравят прямо под окнами их домов. Так было в прошлом году. Творческие коллективы исполнят песни военных лет с бортов так называемых полуторок, стилизованных машин ГАЗ. Но вне зависимости от формата в городе накануне организуют субботники, продолжат приводить в порядок памятники и места захоронений. 1-2 мая объявить акции, например, «Чистый город» и провести общегородской субботник в школах, домах и все остальное. И также трудовые коллективы, где убрать территорию определительной вокруг своих зданий. И 9 мая достойно встретить и провести свой праздник. Также вне зависимости от обстановки ветеранам окажут финансовую помощь. В рамках марафона «Мы наследники Великой Победы» в квартирах ветеранов проведут ремонт. Их список сейчас уточняется. И все те, кто сегодня сможет оказать какую-то материальную помощь, что-то физическую помощь, что-то ремонтными работами ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, это будет адресная помощь. За это мы поблагодарим всех и призываю всех жителей Ухты присоединиться к этой акции. На сегодня в Ухте проживают 17 участников Великой Отечественной войны, 258 тружеников тыла, 39 узников концлагерей, 78 вдов-инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 6 блокадников. Причем совсем недавно их было 5. В прошлом году ухтинка обнаружила у себя документы и получила статус жителя блокадного Ленинграда.